Да тоже можно с перстом зарубить. А что, чешуей блеснуть и можно взлететь за счет грязного хайпа. Ну, детский сад. Я так считаю, детский сад. Меня начали узнавать даже в Москве там. Удалось ли поговорить или потренироваться с Хабибом? Конечно. Да, я у них в зале был, и мы не один день, и сам Хабиб проводил тренировки. Сразу сходу, выиграл. А сколько ты позанимался? 2 недели. В моей подгруппе были одни звери. Твоя бронза, говорит, дороже золота. То у меня нету ни медали, ни кубка, ни грамоты с этих соревнований. Я выкинул, все. Выиграл. Не убрал, выиграл, да, так как-то жестко звучит. Убрал, да. Достал нож, режь там, или достал пистолет, стреляй, да, там. Гангстерская жизнь была. Кому даже предлагали, они не соглашались. Легкого соперника, легкого, как сейчас вот себе набивают, ты же видишь, да? Не буду говорить кто, не буду говорить как. Если тяжело, значит ты на правильном пути. Сам бы тоже написал бы, кстати, книгу. Всех приветствую, это подкаст Амары Стоп, и сегодня у нас в гостях профессиональный боец, мастер спорта по ММА, мастер спорта по микс-файту Герман Березкин. Герман, приветствую. Да, всех приветствую. С Новым годом тебя. Да, от души вас тоже. Первый вопрос. Какими судьбами в Якутск? Год назад тоже хотели записать с тобой подкаст, ровно в это же время, но разминулись. Я, как обычно, каждый год приезжаю к родителям на Новый год, на праздники. Сам живу в Москве, двигаюсь там, работаю, двигаюсь, выступаю, все там. Поэтому чисто на праздники. К родителям, к семье, отдохнуть, покайфовать, зарядиться энергией земли Лонхо, ну и все такое. Встретиться с друзьями, потренироваться. А на сколько дней приезжаешь? Ну, дней на 10 максимум, дней на 10, да, плюс-минус. Хватает? Ну, конечно, не хватает, но куда деваться, нужно дальше ехать, достигать новые вершины. Слава богу, наконец-то вот записали этот подкаст в этом году, мы не разминулись. Да. И долгожданный, для меня это долгожданный подкаст был. И вот хотел спросить, какие дела у тебя в Москве, когда переехал? Как тебе в целом быть там? В целом в Москве я, наверное, 4-й год уже, может быть 4 года, 4-й год, да, плюс-минус. Переехал, потому что из-за спортивной карьеры выступать, потому что все организации, все бои ведущие, все там. Ну, это Россия, центр, столица России. И работаю там параллельно, помимо боев, выступлений, помимо спорта, работаю тренером. Вот, мне очень нравится. Быт московский мне тоже нравится. Поначалу было сложно, прям первый полгода, год было сложно, там какие-то мысли там, может, меня вдалеке посещали, сложно, может вернуться. Ну, со временем я понял, наоборот, что трудности, наоборот, закаляют. Мне, наоборот, нравится даже по сей день, когда мне трудно, мне, наоборот, я кайфую. Вот трудности есть, значит, все. Значит, ты на правильном пути, и надо их решать. It's the 10 crack commandments. Контракт с Хардкор, есть ли он сейчас? И вообще, что сейчас происходит с лигой? Да, это такой интересный вопрос. Контракт я свой отработал. У меня был контракт, если я не ошибаюсь, на 7 боев был контракт у меня. 2 года, 7 боев. Я его отработал. Последний бой я сделал. И я должен был подписывать контракт. Я, взял перерывчик небольшой, чтобы отдохнуть, потому что такой год был насыщенный. Там 3 боя туда-сюда. И, я взял перерывчик, и когда у меня был перерыв, там пошли вот эти все качели, коляски с организацией. То есть я наблюдал, смотрел, как что будет развиваться, и по итогу, как все произошло, вы все знаете. То есть сейчас организацию, грубо говоря, который создавал Сульянов, все бойцы разбежались, все разошлись, там какие-то исковые обязательства были там у него и что-то такое. Ну и сейчас, получается, я отработал свой контракт и не знаю, как будет дальше, но, скорее всего, я не буду дальше в хардкоре, потому что они уже ММА не делают, только кулачка. Есть ряд других предложений, у меня есть менеджер, поэтому с Нового года, Новый год наступил, сейчас я буду тренироваться и планирую 2 боя сделать до лета. 2 боя до лета? Да, 2 боя планирую, да.
Круто, круто. Отношения с Ульяновым. Вот сейчас много слухов, всякие иски, вот это все слышно, да? У тебя были ли проблемы какие-нибудь с ним и в каких отношениях вы были? Отношения у меня с ним были чисто деловые. Чисто деловые, это, ну, то есть, я был боец его организации. Мы с ним даже особо-то и прям так близко не общались, но всегда как бы здоровались, он всегда мне говорил: я болею за тебя, ты там у нас с первого дня там, ну вот как-то так вот, такие вот были общения у нас. И по поводу того, что идут, вот сейчас это идет канитель с этими, ну, с исками у него было, там, бойцам он не платил, я ничего плохого не могу сказать. Да, были какие-то кратковременные задержки, но это у всех везде, даже в обычном учреждении государственном тоже же есть задержки по зарплатам, там, да, там какие-то. Да, конечно. Да, поэтому я нормально к этому относился, мне всегда выплачивали. Может быть, где-то там раз, там, два было там задержка, это может быть неделю, там, что-то такое, но мне всегда выплачивали ровно. Вот, плюс все равно я благодарен Ульянову Анатолию, потому что все-таки я в хардкоре заработал себе медиакапитал. Да не только зарабатывал деньги, но я заработал еще медиакапитал. То есть люди меня знают благодаря хардкору, скорее всего. То есть я выступал до этого в организации МФП. Меня знали, наверное, только на Дальнем Востоке. Ну, в основном, ну, может, какие-то любители, которые смотрели МФП, ну, с других частей региона, с других частей России, с регионов. И вот, ну, они только, может, меня знали. А когда я попал в хардкор, провел там первый, второй бой, то есть у меня медиакапитал там в разы вырос. То есть меня начали узнавать даже в Москве, там, на улице, там, в метро, там, где-то иду, молодежь, там, вау, там, туда-сюда, да, и как-то было приятно, да, там, ну, круто, там, где-то идешь, там, и люди даже, вот, я работаю в зале тренером, люди подходили: блин, Герман, это же ты там дерешься, да, раз такие сфотались, ну, круто, приятно, да, это круто. Там же какая была система? Сначала они организовывали гран-при до 85 килограмм. То есть там мог встретиться там боец, который 70 весит, там, с человеком, который 85, там, 80, да. Вот такой был разгон. Ну, это меня не парило, потому что я как бы привык, у меня всегда так было. Они всегда, если ты видел мои бои, они всегда были все больше меня, выше меня. Я в начале своей карьеры, может быть, как-то подходил непрофессионально, то есть соглашался на бои. Там, даже вот первый мой бой здесь... в Якутии, Новая Эра, помнишь, Дима Ушканов организовал турнир, мне привезли бразильца, то есть я считаю, это был самый серьезный соперник был на этом турнире у меня, он был черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, он там выступал там везде, там в Европе, там в организациях, и значит первый бой у меня был с ним. И он тоже не сделал вес, килограмм 5-6, там он говорил то, что «О, я приехал сдалека, мне трудно, акклиматизация», там тудыма-сюдыма, и я, короче, вышел. Ну вот, как-то так относился к своей карьере, чуть-чуть непрофессионально. Сейчас бы, например, ты бы вышел бы на этот бой? Если сейчас вернуть все назад? Да. Да, вышел, а куда деваться? Потому что, знаешь, это вначале это не то, чтобы там, у меня не было там такого, и, наверное, не только у меня, у большинства бойцов не было такого, что UFC это казалось там какие-то высокие организации, выше которые лиги есть, это казалось чем-то, ну, недостижимым, потому что мы в России, а не там, Америка, там что-то такое, короче, да, и я бы вышел, допустим, Это сейчас бойцы, там, перевес веса, все, боя не делают, там, чуть болит нога, там, палец, там, травмируются, плохо себя чувствуют, они не выходят, не рискуют. Ну, тогда этого не было, тогда мы дрались, выходили и дрались, поломанные, травмированные, там, с больными кулаками, со спинами и все такое. Поэтому нет, что было, то было, все равно это опыт, интересно, да, я бы вышел. Как ты получил контракт с хардкор? У меня друг, мы занимались с ним, Хабаровский, Арман Сарукян. Мы все вместе занимались. И, значит, он уже был действующим бойцом UFC, и мы встретились с ним в Москве, с Арманом. И в то время был Армен Гулян. Он был матчмейкер хардкора. Матчмейкер хардкора был, когда вот все это только началось, хардкор, голые кулаки, ММА, они решили ММА сделать там. И Армен был Гулян, матчмейкер хардкора. И он, значит, я говорю, он же твой тоже, говорю, ну, там, земляк, армянин, говорю, туда-сюда. Ты можешь как-то с ним, ну, сконтактироваться, чтобы он меня там подписал?
И, значит, Арман мне помог в этом плане, связался с Арменом Гуляном. И с Арменом Гуляном мы всегда были как-то заочно знакомы, мы по любителям выступали. Ну, не встречались, не пересекались, но заочно я его знал. Ну и вот он мне помог попасть в организацию «Хардкор». Круто. Да. С Арманом вы сейчас на связи? Ну, держите связь? Ну, как бы тогда, если я захочу на него выйти, я найду его. Я понимаю, просто сейчас он находится вообще там в стратосфере, короче, да, он там вообще наверху. И я понимаю, что, ну, как бы не всегда у меня получится там с ним поговорить. Он занятой человек, тренируется, у него там, тут бои, там, ну, да, но тем не менее, если захочу на него выйти, я все равно найду его. Я вот видел в запрещенной социальной сети в России, в твоем аккаунте, ну вот пост с Сарукяном, и ты там упомянул, что вы 7 раз выступали где-то, да? Да. На одних турнирах. На одних турнирах, да. Это на МФП был. МФП, да. А в он же тоже с Хабаровска, да? Да. И там дружили. Да, там познакомились мы там. Я помню, как только он пришел, он был всегда хорошим грэпплером. Ну, то есть у него база борьбы была очень хорошая у Армана, и он, значит, решил перейти на ММА. И вот я помню, это все было при мне, он перешел на ММА, он очень талантливый парень, плюс у него был ресурс, скажем так, ресурс, ну, с которым можно двигаться, возможности ездить на сборы, там, туда-сюда. И он из-за этого очень хорошо прогрессировал, набирал, потому что он, ну, ты понимаешь, да? Да, понятно. Да, то есть деньги – это очень важный ресурс. Что сейчас ты думаешь вот о его ситуации? То, что он не получает титульный бой? Я думаю, UFC, допустим, надоело, наверное, что очень много российских чемпионов, российских бойцов и все такое. И, наверное, политика UFC тоже давит на это. Ну, американская политика тоже на это, на UFC, наверное, давит, что вот, смотрите, куча там россиян у вас, все знают отношения России и Америки такие напряженные, и, мне кажется, это им тоже невыгодно. Что, ну, будет куча россиян-чемпионов там, да, понимаешь, куча россиян-чемпионов, куча россиян топовых бойцов. Ну, все, наверное, только из-за этого. Плюс у него была возможность, тогда он получил травму, ну и, может быть, на этом фоне тоже, это же бой слетел целый, там, ему находили замену, это тоже на таком уровне, то есть слететь бой, это очень там серьезные потери. А когда ты подписывал контракт с Хардкор, был ли у тебя менеджер или менеджер появился после? Менеджер появился после. У меня никогда не было менеджера. То есть даже когда я дрался в МФП, у нас был Дмитрий Саныч Коньков. Да, есть привет передаю, если он смотрит, посмотрит. То есть он организовывал нам бои. Ну, то есть ряд людей, которые были причастны к этой организации, они все это организовывали. Как таковой там не было матчмейкера, там, секретаря или еще кого-то. Они как бы делали все сами. И в хардкоре то же самое. Когда я подписался, провел ряд поединков в хардкоре, и только после этого у меня появился менеджер. Да. Илья Гутник, тебе привет, уважуха, респект. Круто. На самом деле у нас мало бойцов с нашей республики, которые выступают на таком уровне. В хардкор вообще ты единственный, и это на самом деле очень круто. Спасибо большое. Рад стараться. В 23-м году у тебя было 2 досрочные победы над дагестанскими бойцами, и потом в 24-м уже поражение. В 24-м же, да? Да. Поражение от Алиева. Он чеченский боец, да? Чеченский боец, да. И в чем были причины поражения? Сейчас, ну, я, может быть, не скажу, что это там какие-то причины или что-то еще, там, не умиляю его заслуг, там, туда-сюда. Я перешел в 61 килограмм, у меня были там такие качели по здоровью, ну, то есть, и так получилось, что мне надо было перейти в 61 килограмм, потому что я не весил уже, то есть боец, который весит, я всегда выступал на 65, если ты весишь 65, то в жизни по-любому 75-77 ты должен там гонять 10 килограмм, минимум все гоняют, то есть, а я вот на тот момент весил 70, 69, 70, 71, из-за этого я перешел, ну, 61 килограмм. То есть основными, наверное, причинами это была сгонка веса. То есть я первый раз в жизни вообще гонял на 61 килограмм. Вообще первый раз в жизни гонял на 61 килограмм. И мне нужно было
привыкнуть к этому весу, чтобы физика у меня привыкла к этому весу, потому что даже на спаррингах я чувствовал, что как будто мне не хватает где-то физухи. Ну, то есть я не привык еще к этому весу. То есть мне не хватало физухи. Ну и плюс был такой момент, отменяли турнир за турниром. То есть я должен был драться с ним там, ну, не условно, не с ним я должен был драться, я должен был драться там в апреле на турнире, ну, там 21 апреля, если я не ошибаюсь. И по каким-то причинам этот турнир перенесли на 2 недели вперед. То есть в мае должен был драться. То есть я постоянно тренируюсь, постоянно держу диету, держу форму. То есть с мая переносят опять по каким-то причинам турнир там, на июнь, потом с июня вообще перенесли на месяц, и в итоге я только в августе подрался, и представляешь, я вот все это время, то есть находился в ожидании, они не говорили конкретно же, что вот мы переносим на август, если бы сказали сразу бы на август, я бы чуть меньше тренировался, чуть одышку бы себе дал, передышку там где-то, а я вот, как получается, был в тонусе, постоянно на сгонке веса, вот на этих моментах, и в августе только я подрался. Скажем так, я не помню, 8-10 августа, что-то такое. Наверное, это тоже сказалось. Он должен был драться за пояс 61 килограмм. За пояс он должен. Он же был основным претендентом. Ну и вот, и мне такая возможность выпала. То есть, благодаря моему матчмейкеру, лиге, спасибо, они дали мне шанс, чтобы я врываюсь, получается, я был 5-й номер рейтинга, 5-й, 4-й, если не ошибаюсь, я был номер рейтинга в 66 килограмм, и мне дают шанс подраться с ним в претендентский бой. Я соглашаюсь, выхожу. Ну, по идее, по сути, мне надо было дать какого-то другого оппонента, чтобы я привык к этому весу, ну, по-правильному, да, как должно быть. Ну, нет же, как бы, мы легких путей не ищем, мы пишемся на этот бой. Амир Алиев, он достаточно опытный, он дрался в ACA, он выигрывал, если не ошибаюсь, наших бойцов тоже кого-то он выигрывал, да, нокаутом причем. Я должен был вообще, ну, по сути, с другим подраться, то есть как по-правильному. Но я соглашаюсь с ним, потому что бой претендентский. И во время боя я чувствую, что он-то привыкший к этому весу уже давно дерется, а я чувствую, что мне не хватает где-то физухи. И плюс в последних боях у меня такая тенденция пошла, что я как будто начинаю открываться чуть позже. Ну, как будто, я не знаю почему, но последние 2 боя у меня так сложилось, что я открывался чуть позже. Могу там первый раунд проиграть, грубо говоря, или там пол первого раунда отдать, разогреться и начать потом уже начать выигрывать, да. И, значит, у меня с ним та же самая получилась история. Первый раунд, первые минуты я начинаю потихоньку отдавать, ну, где-то там была. Да, где-то за счет скорости, где-то за счет чего-то. Я начинаю отдавать, а потом я уже там со 2-й минуты, с 3-й начинаю чувствовать уже. Я уже начинаю прессинговать его, пробиваю удары, уже там веду свою игру уже с ним, там клинчую, бью его. Я уже чувствовал, что... И когда он меня переводил, был тейкдаун, я чувствовал, что я легко могу встать. Ну, и то есть я постоянно занимаюсь грэпплингом, и я вставал, и как бы... Это моя, наверное, ошибка, что я почувствовал, что опасности нету в грэпплинге. Ну, то есть я встаю спокойно, там раз, и вот это меня, наверное, чуйка тоже подвела. Я начинаю уже чувствую его дыхание, как он уже начинает дышать, я его прессингую, я захожу в ногу, там бам-бам, он одевает мне гильотину на шею, а я чувствую, думаю, вот сейчас я уйду, как бы не парюсь. И потом он как-то мощно закрыл замок, я раз, и чувствую, что все, уже не выйти. Ну и проиграл сдачей. Это, получается, был твой вообще первый раз в карьере дебютный бой в 61 килограмм, да. Всю карьеру ты дрался в 66? В 66 я дрался, в 70, в 77. В 77 даже? 77 тоже дрался, да. Ничего себе. Чемпионат республики первый, 77 килограмм я стал чемпионом, 77 килограмм. Ничего себе. И на Дальний Восток поехал, призером Дальнего Востока стал на 77. И только потом я потихоньку понимал, что нужно спускаться, потому что ребята, кто 77 дерется, они очень большие. То есть они очень большие. Но я-то был не маленький, я ростом был поменьше, но я всегда был такой взбитый чуть-чуть, там, может быть, чуть-чуть в теле был. Ну и я понял тогда, что надо скидывать, надо гонять. Если хочешь выигрывать, нужно более грамотно, профессионально подходить к боям. Для тебя какой вес был более удобный за всю карьеру? И сколько сейчас ты весишь, например? Например, сейчас я вешу 70 килограмм. 70 килограмм. То есть я как будто,
не старею, как правильно сказать, мудрею, чем старше становлюсь, как будто у меня становится форма лучше. Ну, я понимаю уже, я же работаю еще тренером, я уже понимаю все вот эти моменты. Ну, там, правильное питание, там, как вот подобрать тренировку. Ну, то есть я уже с умом подхожу к этому, да, и у меня вес стабилизировался. Я 70 килограмм, 69-70 килограмм вешу, мой чистый вес. А удобнее тебе в каком весе? Ну, вот планируешь выступать в каком-то весе? Я планирую выступать в 61 килограмм. Да, дальше планирую 61 килограмм. То есть большую часть карьеры я выступал, наверное, 66-70. А где удобнее было? Ну, для тебя самого. И там удобнее. В 70 они были просто чуть большие. Да, ну, в 66 было мне удобнее больше всего. Почему ты не остался на 66? Тогда 2 победы ты одержал в 23 году в 66 килограмм, ты в топ-5 и ну, чуть-чуть остается до титула. Да, я даже, наверное, был не в топ-5, а я выиграл бойца, который дрался за пояс в лиге и который был 3-м номером рейтинга. Я выиграл его, я был 5-м номером рейтинга, я выиграл этого бойца. Ну, получается, ты готовый претендент. Готовый претендент был, да. Но я не знаю, как так я решил. Там были какие-то коляски по поясу, там были там какие-то коляски, там что-то такое было. Я, посовещавшись со своим менеджером, решил, давайте в 61 перейдем. Ну, давайте реально перейдем в 61 килограмм, попробуем там, потому что 66 килограмм, там, допустим, первый номер, чемпион и первый, второй номер, они были такие ребята крупноватые. Ну, то есть, я задавался таким вопросом всегда, они были больше меня. И у меня были там такие кратковременные проблемы с желудком, по здоровью. Мне много чего нельзя было, то есть, есть, понимаешь, да, там, да. И у меня вес как-то стабилизировался, упал. То есть я весил, говорю же, 69-70 килограмм. То есть на 66 килограмм, 4 килограмма, это же вообще ерунда. Это за один день можно просто не покушать сутки, да, и там, и все. Там чуть на велосипеде попотеть, побегать, и вот тебе минус 4 килограмма там за 2 дня не уйдет спокойно. И поэтому я решил перейти в 61 килограмм. То есть вот буквально все из-за этого. После этого ты взял паузу, это из-за хардкора, да? Да. Было ли желание выступить еще где-нибудь в это время? Или пока была пауза такая? Вот как я рассказал, знаешь, они постоянно перемещали турнир, я устал. Морально устал, физически устал, это сгонка веса постоянно, плюс у меня за всю карьеру там столько травм было, и они начали потихоньку у меня моросить эти травмы, там болит, тут болит. И я взял перерывчик такой себе, думаю, возьму месяца 3, 4-5, может полгода отдохну, займусь работой, акцент сделаю на работу тренерскую, поработаю там, заработаю денег, с ребятами поезжу по соревнованиям. И это эта тема затянулась, получается, на год целый, я год не выступал. И в этом году, получается, я год отдохнул, и в этом году я заряжен. Прямо мне хочется уже выступить, я сейчас приеду в Москву, буду тренироваться и выступлю. А какие предложения от лиг у тебя есть? Или, давай не будем говорить, какие, но в какие ты бы хотел попасть? Я бы хотел выступить в РСС, да, я бы хотел, в самом деле, много промоушенов, сейчас открыли еще интересные промоушены, я, допустим, рассматриваю еще поездку, не в России где-нибудь выступить, может быть, Дубай, Турция, там тоже есть варианты, тоже были предложения там от тех лиг, поэтому я думаю, в новом году мы сейчас все увидим. А казахстанский промоушен? То Казахстан тоже, да, Найза, Октагон, тоже есть возможность. Меня звали в Найзу, мне предлагали выйти на замену, в Октагон тоже мне предлагали выйти, там было короткий срок, там было 10 дней, и надо было гонять вес, и все такое, я бы не успел. Даже если бы успел, я бы физически, боюсь, себя не чувствовал бы хорошо. А предложения хорошие по деньгам? По деньгам? Да, были неплохие, хотелось бы лучшего, были неплохие предложения по деньгам. А рассматривал ли ты кулачку для себя? Вот знаешь, честно, последнее время, я никогда не рассматривал кулачку и даже не думал об этом, но последнее время это как будто надо,
Надо, ну, как бы галочку поставить себе, да, надо, это же такой драйв, ну мы же все понимаем, мы все дрались на улице, да, все дрались на улице, на кулаках, но это совсем другое. То есть тут ты реально выходишь, и чисто на кулаках у тебя идет бой, да. Есть такая у меня, знаешь, это вот, как бы, есть такая у меня внутри такое желание, что можно даже и выскочить по кулачке. Почему нет? Тогда будем ждать, если что. Ты представлял клуб Уранхай. Сейчас представляешь ли ты его? Да, конечно, я являюсь членом клуба Уранхай. Вот, Тургуну Попову тоже привет. Тургун вообще очень молодец, он помогает всем своим. Я не знаю в республике такого человека, я не знаю, может кто-то другой знает, но Игорь Тургун Попов, он молодец. Было время, я расскажу такую краткую историю, он продал свою машину, чтобы отправить пацанов на соревнования, заплатить им денег, там каких-то призовых. То есть, да, я Тургуна уважаю душой и сердцем. Тургун для меня как старший брат, старший товарищ. Всегда могу ему позвонить, какой-то совет спросить, там что-то где-то как-то, ну вот. А давно ли ты попал туда? В Уранхай я попал, опять же, мы дрались на Дальнем Востоке, я учился в Хабаровске, и, значит, приезжают на сборы туда как раз Тургун Попов, Гриша Попов. Гриша Попов уже был в Уранхай, он как раз только-только, ну, перешел в этот клуб, в Уранхай, а мы с Гришей очень плотно общались в то время. Ну и как-то я говорю: Гриш, давай я тоже с тобой там, ну, вместе будем там. Игорь мне Тургун по душе, ну, по душе мне этот дядька, говорю, я его уважаю. Ну и вот мы начали двигаться в этом клубе. Это я не помню какой год, но год, наверное, 14-й год. Я дрался... Больше 10 лет. Да, я дрался с Шамилем Магомедовым в Благовещенске, который выиграл Дальний Восток в Якутии. Помнишь, в Якутии был Дальний Восток по Союзу ММА? Я не Да, помню сейчас. вот 14-й год был Дальний Восток, и вот он выиграл здесь по Союзу ММА, Шамиль Магомедов. И, значит, у меня с ним был бой профессиональный в Благовещенске. МФП? Да, МФП. И я его выиграл. Круто. Да, и я вот представлял, вот я помню, я представлял уже клуб Уранхай, флаг, таскал с собой всегда с высоко поднятой над головой. Поэтому вот. Помню эти фотографии от выхода. А в Москве какой клуб ты представляешь? Ты же представляешь какой-то клуб там? Да, в Москве я тренируюсь в клубе Evolve Gym. Это, наверное, в Москве один из самых топовых клубов, потому что там это очень хорошая база. Там в этом зале есть все. И кроссфит, и кикбокс, и бокс. То есть это очень хорошее. Если сравнивать это, допустим, как, наверное, где же вот в Америке там American Top Team, там вот такие Tiger Muay Thai, это что-то можно сопоставимо с этим. Все бойцы российских организаций, топовые, не топовые, все там. Средняя Азия, кто приезжает, все они там. Кто тебя тренирует? Или такого нету, как главный тренер, или такой личный тренер? Такого нет, что личный тренер. Я всегда... Нет, у меня никогда не было личного тренера. Никогда вообще не было личного тренера, там, что кто-то со мной ходил там, постоянно. Там, да. У меня даже были такие промежутки, я гонял вес сам. То есть никто мне не помогал, я сам заходил в баню, там, сам умирал под этой весогонкой. Никто мне не помогал. То есть это последние бои, там, мне помогают мои друзья, там, с кем я спаррингую, спарринг-партнеры, да, в том числе. Вот и все. А как ты думаешь, это правильный подход? Или кому-то так подходит? Я считаю, что кому-то так подходит, кому-то так не подходит. Все зависит, опять же, от человека, от своих возможностей и все такое. Ну, конечно, с тренером всегда проще, потому что тренер со стороны виднее. Если еще человек грамотный, опытнее тебя, допустим, реально он воспитал там не один десяток хороших спортсменов, и, допустим, он опытнее тебя в этой теме, то, конечно, это круто, когда у тебя есть личный тренер, который постоянно тебе дает наставления, советы, там, проверяет тебя, звонит, там, как своего сына, там, что ты поспал, что поел, где ты, как ты. Конечно, это тоже круто. Ну, имеем, что имеем.
И сейчас ты, кстати, сам тренируешь, и Да. сам ты тренер. Да. В этом же клубе или в другом? В другом клубе, В да. другом В другом клубе. клубе, да. И расскажи вот про свою тренерскую деятельность. Ты ведешь не только ММА. Да, веду не только ММА, веду бокс, грэпплинг, борьбу, ОФП, там, СВП. То есть все равно такой бойцовский акцент. Я начал работать тренером вообще давно уже, еще в Хабаровске, у Дмитрия Александровича в клубе «Академия», 2015 года. Ну, тогда это было, наверное, больше как, ну, чтобы были деньги, какой-то заработок. Подработка, там, да? Подработка, какой-то заработок. Ну, с переездом, допустим, я переехал, когда в Якут закончил учебу, я открыл здесь свой зал, там, Илбистим. Ну, и довольно неплохо получалось, ребята выступали на соревнованиях, выигрывали там местные, на местном уровне соревнования. И, значит, а когда я переехал в Москву, я там еще плотнее начал работать тренером. Ну, то есть, сейчас я работаю в 2 залах, то есть, у меня там группа подростков, детей, тоже, которые выступают, постоянно выступают на соревнованиях, я там с ними вожусь, езжу, дети там. Ну и, наверное, часть акцента на персональные тренировки. Много клиентов приходят, которые, ну, не хотят они там Олимпийских игр или чего-то, просто для здоровья, для себя, получить какой-то навык. Вот такие тоже люди есть. Поэтому мне нравится, когда я получаю удовольствие от этого. Ну, ты тренируешь там, то есть, ну, как бы, получаешь еще за это деньги, занимаешься своим любимым делом, хобби еще получаешь за это деньги. Это вдвойне кайфово. Сколько времени ты проводишь в зале тогда? У меня бывает такой очень напряженный график. Я, допустим, утром иду, делаю тренировку основную в Evolve, тренируюсь, потом еду на работу. И получается до вечера провожу на работе. Там у меня есть где-то какие-то дни я тренируюсь 1 раз в день, какие-то дни я тренируюсь 2 раза в день. И вот когда я тренируюсь 2 раза в день, утром получается у себя в Evolve или где-то с ребятами мы договариваемся, встречаемся, что-то делаем, там боремся, боксируем, спаррингуем. А вечером я уже, допустим, могу самостоятельно поработать. Там часа 2 у меня будет перерывчик, я себе обязательно выкраиваю перерывчик. И часа 2-1,5 я делаю какой-то комплекс кроссфита. Игнат Чумчоев мой друг, мы с ним давно занимаемся кроссфитом, уже давно, как это только, наверное, началось в Якутске, да, и с тех времен мы занимаемся кроссфитом. Игнат мне помогает, корректирует программы, пишет программы, то есть мы поддерживаем друг друга. Ну и все, у меня расписана программа, я делаю свой там комплекс, свою программу и все. А в период подготовки к бою также оставляешь работу? Да, так же, да? Так же все оставляю, да. Куда деваться? У меня нету там стабильного, чтобы кто-то мне там платил там какие-то деньги каждый месяц, ежемесячно. Это может, допустим, если ты на очень высоком уровне дерешься, у тебя там гонорара тебе хватает, чтобы ты, ну, понимаешь, чтобы не работать, чтобы просто тренироваться. Вот, допустим, я не получаю еще столько денег за бои, чтобы мне там, чтобы я мог себе позволить вообще не работать и просто тренироваться. Поэтому приходится работать. Есть ли у тебя ученики, которые хотят выйти на такой профессиональный уровень ММА? Да, конечно, есть. Да, конечно, есть. Они выступают, и дети, подростки. У меня несколько подростков уже, ну, там, выигрывало, ну, там, первенство города Москвы там по миксфайту. Почему-то есть у меня ребята, то есть, которые уже, ну, с желанием хотят выступить. Да, есть. А планируешь ли ты сам вести с твоими знакомцами, например, в Москве там? Да, конечно. Как менеджер, можно сказать. Да, конечно, да. Всё в Как планах, тренер, да? как менеджер, да. Круто, удачи тебе в этом. Да, спасибо. Кто твои спарринг-партнеры? Ну, с кем больше всего работаешь? Или таких нет у вас? Вот последнее время я стараюсь, если мне дают бой, там, ну, к примеру, там чувак там повыше рост, там левша, правша, там пинает ногами. Но я стараюсь плюс-минус выбирать таких же себе спарринг-партнеров. Да, вот последнее время я не работаю с кем попало. То есть вот я пойду там с ним, нет. Почему? Я не знаю еще этих ребят, и можно получить травму там, допустим. Я уже знаю, допустим, то есть кто как работает, с кем можно там зарубиться, с кем не зарубиться. И стараюсь себе всегда выбирать спарринг-партнеров, знаешь, как вот
с одним, с которым ты зарубаешься прям наравне, прям ты, ну, то есть, конкретно, как вот вы там в мясо деретесь, то есть наравне. Стараюсь брать одного потехничнее себя, там, поопытнее, чтобы он мог тебя выигрывать, понимаешь, да? И могу третьего взять, которого я выигрываю. Ну, который может быть чуть уровнем ниже, которого я выигрываю, чтобы, ну, можно было отрабатывать. То есть, и получается вот такая связка, и все растут. Ну, ты понимаешь, да, все растут. Вот в Якутск, когда ты приезжаешь, ты занимаешься тут кроссфитом, вот Игната, да? Да, у Игната Чумчоева занимаюсь постоянно кроссфитом. Мы бегаем, плаваем, то есть мы все присущее, допустим, к ММА, мы все делаем. Там, ну, единственное, можно сказать, я не спаррингую здесь. Ну и зачем? Ну, как бы я не знаю ребят, там, большинство, зачем мне спарринговать с ними, там, ну, чтобы что. То есть я не готовлюсь никуда, я приду поспаррингую, не дай бог там травму получу, что-то это же такой вид спорта, поэтому лучше спарринговать, работать с понятными ребятами, кто там не хочет тебя травмировать, ну, понимаешь, о чем я говорю, да? А последний раз, когда ты тут спарринговал или тренировался? Последний раз, очень давно. Очень давно. А так с ребятами я регулярно, которые ребята приезжают в Москву на сборы, ребята приезжают с Уранхая, там, с других клубов они приезжают, и я с ними работаю, с Васей Сергеевым постоянно, мы провели с ним в Москве очень много спаррингов. Почему Вася набирает? И почему Вася набрал, ну, так хорошо? Потому что он ездит, выступает, он тренируется там находит средства, опять же, Тургун помогает ему, там, спортивный клуб Уранхай, и за счет этого он набирает. Есть ли, на твой взгляд, вот, перспективные бойцы в Якутии? Вася Сергеев, да. Остальных не то, что, может быть, я не знаю, ну да, скорее всего, не знаю, так, ну, слышал, что там кто-то есть, кто-то дерется, но я считаю, что, наверное, Вася Сергеев, да. Самый перспективный, наверное, из молодого поколения Вася Сергеев. Ну да, это будущее якутского ММА, как много тренеров говорят. Да, Вася Сергеев, я думаю, что он, ну, один из самых таких перспективных. Вот если вот прям брать, может быть, если я сейчас начну вспоминать, я вспомню, ну вот ты задал мне вопрос, и сразу у меня вот, потому что я с ним ездил, я с ним провел кучу спаррингов, я с ним провел кучу времени, кучу тренировок, я его возил на соревнования, там мы ездили с ним, и я просто знаю, поэтому он у меня сразу в голове. Есть ли спонсоры у тебя, которые помогают или помогали раньше? Как правило, раньше, ну, я сам находил спонсоров там разово, скажем так, обращался к разной компании, там, к знакомым, через друзей, там, говорю, вот у тебя есть знакомый, давай, может он ли помочь мне там на сборы поехать в Дагестан или куда-нибудь, да. Вот я сам находил, двигался, у меня не было там какого-то дядьки богатого, который мне дает денег, на, все, иди там, не парься, занимайся. Я все находил сам, все делал сам решал, сам договаривался, сам ходил, разговаривал. У меня не было человека, который за меня ходит там и решает вопросы. Я сам сюда все делал. А в Москве нужен ли спонсор? Или... Мне или вообще? Ну, тебе, наверное. Было бы неплохо, да, потому что, ну, если бы был бы постоянный спонсор, который каждому бою тебе помогает, там, ну, ты же сам знаешь, это затратные дела, там, витамины, клуб, питание, там, проплатить то, все, там, все, это очень затратно, да, конечно, было бы неплохо, да. Ну, по мере возможностей, я же говорю, есть люди, которые мне помогают, ну, они не постоянно, я сам нахожу этих людей, сам общаюсь с ними, сам договариваюсь и все такое. Круто. Давай вспомним о начале твоей карьеры, как ты пришел в единоборство. Если не ошибаюсь, у тебя же была база вольная борьба, ты по школе еще в Дюш ходил? Да. Дюша 3 я ходил, я начинал с вольной борьбы, я боролся, потом я занимался боксом. Тоже Дюша 1. Я тебя там тоже помню. Да. Я занимался боксом, где-то год, наверное, я занимался, тут около 2 лет, наверное, я занимался боксом вот, в юношеском возрасте. Потом вообще ничего не делал, потом чуть-чуть гангстерская жизнь была. Да, чуть-чуть. И, значит, небольшой перерывчик у меня был. И, значит, тут объявляют, качался там, что-то делал. Тут говорят, будет вот сейчас чемпионат республики по ММА.
ММА только пришло, там, вау, я такой думаю, блин, а что нет, если да? Короче, попробовал. Это в каком году? 2013 год. И, короче, выиграл чемпионат республики. Да, выиграл чемпионат. Сразу сходу, короче, выиграл. А сколько ты позанимался? ММА? 2 недели. 2 недели я просто занимался, короче, выиграл. Но я же говорю, я такой парень всегда был, скажем так, с улицы. Да, парень с улицы, короче, уличный боец. Я всегда качался, там что-то делал, короче. И, ну и вот, объявляют турнир, я такой, думаю, дай выскочу. Ну и, короче, вышел, подрался, выиграл. Ну и после этого пошла вся карьера у меня ММА. Я помимо этого потом начал выступать на Ушу Саньда в Якутске выступал, потом на комплексном единоборстве, тогда это было популярно. Ушу Санда, Кайе. Потом, когда переехал в Хабаровск, армейский рукопашный бой, боевое самбо. И, короче, вот все пошло-поехало. Грэпплинг там. И вот, то есть, когда я, наверное, не было у меня тут такого момента, что я отдыхал. То есть, профессиональный бой, помимо профессиональных боев, пока готовился, выступал еще там, ну, на любительских соревнованиях. Ну и в совокупности набирал, наверное, очень много боев. Ну, если так сейчас сравнить, там по 4 боя подрался, там 3 боя, там 4, там 5 боев, и вот, короче, вот так вот. Сравни вот в те времена и сейчас чемпионата республики. В те времена первый чемпионат республики, если я не ошибаюсь, было человек, рекорд мы побили по всей России, еще говорили в микрофон там ведущий, человек 90, по-моему, что ли было на первом чемпионате республики. А сейчас смотришь 20, 30. У меня в весе я дрался 4 боя на чемпионате республики. 3 боя я дрался. То есть 2 боя и финал у меня был. 3 боя я дрался на чемпионате республики. А сейчас они 1 бой, 2 боя. Вот, ну. На твой взгляд, почему тогда так стало меньше народу выступать? Раньше был бум такой, да? Нету развития. Нету развития ММА. Я считаю так. Это, ну пусть не обижаются на меня. Может быть, наши организаторы якутские. Когда ты выступал в Хабаровске, ты в 2015 году взял там союз, да? Да. Как было там? Расскажи. Это был чемпионат Хабаровского края, отбор на Дальний Восток. Я выиграл чемпионат Хабаровского края, провел там 4-5, представляешь, 4-5 боев. Ничего себе. Да, вот, в день. Я провел. В день. Финал тоже в этот день. В этот день. Все в один день было, да. Все в один день было. И я стал чемпионом Хабаровского края. Потом, значит, отбор на Дальний Восток пошел. Отобрался на Дальний Восток. И я тоже был основной фаворит дальневосточного турнира. То есть, и такая подгруппа мне попалась. Жесткая подгруппа попалась. У меня был чемпион мира по кудо. Там Гигам Манавазян в моей подгруппе. Прошлогодний чемпион Дальнего Востока, вот Шамиль Магомедов, с кем я по профессионалам встречался. И он был, то есть в моей подгруппе. То есть в моей подгруппе были одни звери. Я не говорю, что там в другой подгруппе, ну, как я скажу, да, в другой подгруппе, которые были люди, они были меньше уровнем. Вот как я скажу, меньше уровнем. Там, да. И моя подгруппа была жесткая. И тогда, кто с нами, по-моему? Я представлял Хабаровский край, а Якутию кто представлял? Я не помню даже. Боря Федоров. Боря. Да. Боря, по-моему, тоже представлял, да. Вы в одном весе дрались? В одном весе дрались, да. И мне так не хотелось со своим выступать. Ну, слава богу, что этого не было. Там, ну, как слава богу? Там, ну, слава богу, это не получилось, да. То есть я свою подгруппу я выиграл. Выиграл свою подгруппу, убрал Шамиля Магомедова в первом бою. Сразу же мне поставят его, я убрал его, выиграл. Не убрал, выиграл, да, так как-то жестко звучит. Убрал, да, выиграл. Да. Потом выиграл Гигама Манавазяна. Гигам Манавазян, кстати, сейчас в Весее дерется. Да. Выиграл его, значит. И за выход в финал был на второй день. Надо было в первый все делать, потому что запал в первый, на второй день я просыпаюсь, у меня тяжелые бои. Прошлогодний чемпион у меня был, я с ним 2 раунда дрался, еще экстра раунд добавили нам. Да, понимаешь, да? И с этим Гигамом Манавазяном я тоже все 2 раунда продрался. Ну, то есть,
Он кудаист был, он мне отбил ноги, там, он хорошо пинал, то есть вообще. И я очень сильно устал, у меня нос болит, челюсть болит, сюда попали, башка трещит, локти не разгибаются, все болит. И за выход в финал, бой, за выход в финал. Я забыл даже, как этого парня зовут. Неважно, не помню. И, значит, выходит он. Я должен был на раз-два его выиграть, грубо говоря. Я вышел вообще абсолютно не готовый, у меня все болит, ты понимаешь состояние вот это, я вчера там паровоз проехал, и все, ты даже как-то не размятый, туда-сюда, и, я проиграл ему, и все, и занял 3-е место. За 3-е же не дерутся, стала такая политика, что за 3-е место не дерутся, я занял 3-е место, и тогда мне Гриша и Тургун говорит, твоя бронза, дороже золота. Вот это прям ихние слова. Ты, всех снял. Ты освободил, путь им всем, чтобы они стали чемпионами. Ты, помог. Значит, потом мне предоставился такой шанс. В Москве чемпионат России был в 2015 году. И мне говорят, давай от Хабаровского края поедешь ты. То есть там я учился в институте, и я поехал от Хабаровского края. Там тоже я провел... Это Союз. Союз ММА, да. Я 3, по-моему, боя, 4. Тоже 3-е место. Тоже 2 выиграл. За выход в финал прошлогоднему чемпиону проиграл. Нет, не прошлогоднему чемпиону. Чуваку, который выиграл турнир до этого, Он выиграл. И знаешь, какая тенденция? Он выиграл, он Армана выиграл. По любителям тоже. Сарукяна Армана. Он выиграл до вот этого. Буквально месяц назад он выиграл. 2 месяца назад Армана. Тяжелый бой, но он, выиграл его. И вот я встречаюсь с ним. Я за выход в финал, я ему проиграл. Я абсолютно занял 3-е место. Это, наверное, я скажу, это первый был, кто я принес призер чемпионата России по медаль. Союзу ММА. Да, медаль, я был первый. А насколько дорога тебе эта медаль? Хочешь, честно скажу? Я выкинул эту медаль. Да. Почему? Вместе с кубком. Я психанул, выкинул. То есть почему психанул, почему выкинул? Я подумал, на Дальнем Востоке по фонарю проиграл, думаю, 3-е занял, там проиграл, чё ж я не могу выиграть? Начал и выкинул. Я даже просто выкинул, ее. Эту медаль, кубок, грамоту. У меня нету ни медали, ни кубка, ни грамоты с этих соревнований. Я выкинул, все. Газанул, и выкинул. Да. Какой бы ты совет дал бойцам, чтобы выйти на такой хороший уровень? Начинающим бойцам или молодым бойцам? Я скажу, наверное, как и все скажу, надо верить в себя и только вперед. Никого не слушать, не получается, это, 5-е, проигрываешь ты не проигрываешь, нету денег, нету возможности, все равно надо идти вперед, стараться идти до конца. Есть такая поговорка, знаешь, везде так говорят, взял мяч, пинай. Грубо говоря, достал нож, режь, или достал пистолет, стреляй, все, если ты взялся за это дело, надо довести до конца его, постараться что-то с этого получить, что-то выиграть, да. Поэтому я считаю, что надо молодым бойцам двигаться вперед, никого не слушать, верить в себя, отбросить все сомнения, долой уныние и идти вперед. И пусть это не разочаровывает, что нету денег. Если тяжело, значит ты на правильном пути. Потому что не бывает легко. Если человек поднимается, не бывает легко. В любой стезе, в любой сфере, не будь это хоть что, бизнес, обучение, когда тяжело, значит ты на правильном пути. Правильно? Правильно. Выступать им в любителях стоит много боев, если они хотят перейти в профессионал. Как ты думаешь? Я считаю, что да, надо повыступать в любителях, потому что ты должен набить себе уверенность, набить себе базу, набить свой стиль. Да, это, конечно, оно того стоит. Выступать в любителях, это по-любому нужно. То есть ты должен чувствовать, опыт должен быть этих любительских соревнований. Плюс в любителях есть такая уникальная возможность. В профи ты готовишься к одному сопернику и дерешься. Это легко. Грубо говоря, если сравнивать, это, конечно, нелегко, но если сравнивать с любителями, ты приезжаешь, ты не знаешь, с кем ты будешь драться.
да, и не знаешь, сколько у тебя человек, и ты понимаешь, если ты выигрываешь один бой, ты сразу будешь там через час, через там минут 40 со вторым драться, выигрываешь его, будешь с третьим драться, то есть в день 3-4 боя, вот и все. А как тебе вот дался переход в профессионала? И как он вообще произошел? И когда ты решил сам это? Я не решался как-то, что надо вот переходить. Вот, я же говорю, мы выиграли, был турнир «Новая эра». То есть я тогда выиграл, ну вот как раз чемпионат республики выиграл, что-то еще, Дальний Восток съездил, там выступал там по ушу сянда, по боевому самбо, по рукопашке. И потом, значит, Дима Ушканов организовывает турнир и говорит, давай выступишь, профбой первый. Ну ладно, давай выступлю, как бы. Я же говорю, не было такого прям момента у меня, что вот профессиональный бой, нужно выступать побольше по любителям. Никто не вел, не было там человека, кто тебе подскажет там, вот, ну вот примерно там, да, не было такого тренера, как я сейчас. Я вот сейчас веду своих пацанов, там грамотно стараюсь, подсказывать. А тогда не было у меня такого человека. Тогда Дима Ушканов сам, у него только у самого там 3 боя было всего по ММА. То есть всего по ММА 3 боя. И тоже его постоянно под паровоз кидали. Ну, то есть не было у него там легкого соперника, легкого, как сейчас вот себе набивают. Ты же видишь, да? Набивают себе там. Да, не буду говорить кто, не буду говорить как. Ну вот, ты же видишь сам. Там, открыть достаточно шурдок, посмотреть там у него там какой-то там Вася со стройки, строитель там, да, там он и решил подраться там. Ну вот, и вот так себе набивают рекорд. А тогда этого не было, тогда им Диме давали там сразу Акопа Степаняна. Понимаешь, Акопа, он в Беллаторе дрался там туда-сюда. На тот момент Акоп в Беллаторе дрался, и тут он с Димой Ушканом дерется. Тут уже чувак, который на уровне, понимаешь, да? Вот. И Дима также мне дал бразильца, потому что на тот кон в республике, кто бы что ни говорил, на тот кон не было бойца в республике, кто бы смог подраться с бразильцем. Не было. Не было. И кому даже предлагали, они не соглашались. Вот и все. И только я один писанулся. Я говорю, да, конечно, без проблем, давай я подерусь. И пусть вздрогнет древняя земля Лонхол, давай, мы сейчас дадим газу, и все. Круто, круто, на самом деле. Помни еще свои вот первые бои в профессионалах. У тебя бой в Абу-Даби, да, еще был? Абу-Даби Warriors, организация МФП, она делала совместный турнир с Абу-Даби Warriors. И вот я дрался там, 2 раза дрался там. Это первый бой, я как раз вот приехал с чемпионата России. Понимаешь, вот не было же, говорю, у меня такого опыта, и мне говорят, я приехал такой весь травмированный после боев, мне говорят, ты хочешь подраться через неделю на профтурнире в МФП в Хабаровске? Там соперник слетел, там, а я говорю, на сколько килограмм? Они говорят, на 70. Я говорю, ладно, давайте подерусь. Ну, как бы, думаю, Новый год, деньги нужны, короче, да, вот, подерусь, короче. И подрался. Это он еще вес не сделал, короче, этот парень, он вес не сделал вообще. То есть там сколько-то килограмм. И я думаю, ладно, подерусь. Ну, то есть, там, это сейчас 30% гонорара, там, желтая карточка, там, туда-сюда. Раньше этого не было, такой бардак был. Я, ладно, подерусь, короче. Вышел, прям наравне подрался с ним. Честно, он даже не попал. Просто он залежал меня. Он просто залежал. Пытался мне там что-то сделать и залежал меня сверху. Он был больше меня. Я ему разбил всю голову там этими локтями. У него там кровь текла там туда-сюда. Я больше был я в активе. А он просто залежал меня. Вот и все. По нынешним правилам, как думаешь, забрал бы этот бой? По нынешним правилам, ну, допустим, я тебе скину этот бой, и ты посмотришь его и сам скажешь. Хорошо. Да, хорошо, сам скажешь, да. Хорошо. Я не буду говорить, забрал бы, не забрал. Ты сам посмотришь и скажешь, да. Хорошо. Самые памятные бои хардкор. Да. Ну, вот ты там постоянно дагестанских бойцов выигрываешь. Я вот это заметил. Да. В Дагестане тренируюсь постоянно, тоже езжу на сборы в Дагестан. И ну так получается, что этих ребят из Дагестана очень много выступает. И так получается, что и приходится тоже с ними драться. Ну и на спаррингах с ними дерешься, и там дерешься. Ну, а что это спорт, это нормально, как бы это ничего такого я в этом не вижу. Самый, наверное, памятный бой был у меня с Юсупом Адилхановым.
это 66 килограмм. Я после этого еще вызов кинул Диего Брандау. Чисто на якутском языке ему говорю: Диего, давай, короче, бирга, говорю, сделаем тут грязь, говорю, бирга, туда-сюда. И что-то он как раз только подписался в организацию, и не дали, короче, ему со мной бой, потому что, ну, у него медиакапитал был выше, боец UFC, ему надо было тоже там кого-нибудь дать, медиа, и ему дали этого, Перса. А, Перса? Да, ему Перса дали, и он Перса выиграл, да. Вообще я ему вызов бросил. Я так хотел с ним зарубиться, короче, с ним. А с Персом не хотел? Да тоже можно с Персом зарубиться. А что, я не считаю, что там Перс какой-то там выше меня уровнем или что. Нет. Мы с ним... Ну, это медийка хорошая. Да, это медийка хорошая, да. И вот бой с Юсупом Адилхановым был очень сложный. Это был самый запоминающийся бой, один из самых запоминающихся боев в моей карьере. Это был бой с Юсупом Адилхановым. Это очень хороший парень. Мы с ним, он очень уважительный, очень хороший парень. И вот мы с ним, короче, мне было очень тяжело. В первом раунде я сломал палец на ноге. Шпиная лоу-кик ему, а он меня проваливает. А он мастер спорта, там он был по боевому самбо, мастер спорта. Ну, короче, он очень здорово пинал ногами, там он все делал. И я сломал в первом раунде палец на ноге. И я сразу, получается, лишился опоры, понимаешь, да? Ну, то есть уже не все пальцы функционируют на ноге, и поэтому нет нормальной опоры. Не могу нормально пнуть ногой, там, не могу много чего сделать. У меня вообще мизинец смотрел на меня. То есть вот пальцы на ногах, и мизинец у меня смотрел не вот так на меня, а сбоку. Так на меня смотрел. Кстати, Вася Сергеев меня секундировал тогда. Он был на сборах. Он был и Брюс был. Горохов Саша. Да, они меня секундировали, короче, и они там жестко кричали там по-якутски, короче, да, меня это мотивировало, молодцы ребята. И вот, и Сидорин, дядя Саша, он постоянно подходил, переживал за меня, он же был ведущий организации, да, и он тренировал нас в Волве, и он постоянно подходил, такой говорит мне: блядь, ты видишь, он устал, удары снизу, где, локти, где, такой, вау, такой накачивал меня, и значит, вот с ним бой, первый раунд я проиграл, вчистую проиграл, единственное, я в конце попал чуть-чуть. И со второго начал, я открываться чуть позднее начал. И со второго я уже забирать бой под себя. И в третьем раунде я выиграл. В третьем раунде. И вызов кинул. Приемом, да? Приемом, да, Кимурой. И потом кинул вызов Брандау. Это, наверное, был самый запоминающийся бой в хардкоре. Ну, бой, наверное, с Маугли. Маугли я выиграл. Это в Гран-при был первый бой. Маугли. Ну, с Коброй тоже бой был интересный. Ну, вот, наверное, эти бои запоминающиеся. Ну, больше всего с Юсупом. Да. А как тебе в целом было отношение от Лиги Хардкор? В целом здорово. Я не могу сказать, что они как-то плохо относились ко мне или что-то такое. Это может кому-то как-то казалось там, да, что ко мне они здорово относились. То есть они давали мне возможность зарабатывать. То есть они постоянно меня звали на какие-то рекламные интеграции, там включали постоянно рекламные от банка Тинькофф или откуда-то интеграции, то есть Фарпас, там спонсор был игры вот это вот, и постоянно вот звали на рекламные интеграции. Ну это здорово, что, плюс эти рекламные интеграции тебе для социальных сетей, ну четко, да, и плюс они где-то там, ну, транслируются постоянно, да, ну круто в самом деле. На самом деле круто, да. Да. А вот некоторые бойцы говорят то, что им дают цель, за кулисами можно сказать, сделай то, сделай это, чтобы устроить шоу. Вот если честно, тебе подходили, так говорили? Нет, такого нету. Это боец, приходя в организацию, он сам хочет проявить себя. Мне ни разу не подходил никто, и моим ребятам, с кем я общаюсь, к ним тоже не подходил никто. Они сами делают. Я слышал тоже, они сами друг с другом договариваются. Давай там сделаем то, давай там сделаем это. Вот они вот так вот делают. Ну, а, допустим, я слышал там, не знаю, насколько правда, слышал там чувака на конференции, помнишь, вырубили этого костюм из Дубая? Я там много видел. Да, вот. Да, как правило, они просто хайп. Они увидели, что за счет вот этого грязного хайпа можно быстро, короче, чешуей блеснуть и можно взлететь за счет грязного хайпа.
Людям же нравится вот это вот скандалы, интриги, расследования, там, да, вот туда-сюда. Им все это нравится, поэтому они вот это видят, и они начали это понимать. Получается, когда хардкор пришел в Россию, ну, когда это было, знаешь, как вот UFC в России, как будто конференции, да, там сидели на диванах, там друг друга там пылесосили, там, вот ты такой, ты сякой, я там тебя так, я там себя так, там, ты не мужчина, а ты не мужчина, я тебя это, я тебя то, короче. И мне всегда это бесило. Они, спортсмены, занимаются боями и какие-то там мужчинские эти там, ты не мужчина, ты там то, ты там все, короче. Ну, детский сад, я так считаю, детский сад. Ну, парни там все молодые были, туда-сюда. Поэтому, ну, никто ни разу, допустим, в мою сторону там такого особого, скажем так, дерьма не говорил. А ты старался обходить, да, вот эту сторону? Ну, я же нормальный парень, ну, тренер, у меня там, да, дети, там, сын растет, там, все дела, и как бы я тренирую, у меня ученики мои там есть, и как я буду себя там так вести, да и вообще это не присущее поведение мне. Я могу тет-на-тет, раз на раз там что-то сказать, там, туда-сюда, допустим, и все, ну, это максимум. А Перс, вот как, ты с ним знаком там был? Я его услышал, когда он, как раз вот появилась вся эта движуха, хардкор там, наше дело, и я вот где-то в интернете увидел, что он там грязный там, ну, грязно так разговаривает, я там тебя это, я там тебя то, я там тебя все. Да, и как-то я сначала думал, о, чувак кринжанул, ну, как бы туда-сюда, я же его знаю, кринжа. А потом смотрю, это набирает обороты, людям это нравится, и он, смотрю, там, в медиасфере вообще он там, вау, там, полетел, бабки получает, там, такие, ну, и как-то так. Я видел у тебя фотографию в запрещенной социальной сети с Хабибом и с его отцом, царство Да. ему небесное. Да. Удалось ли поговорить или потренироваться с Хабибом? Конечно. А ты у него в зале был? Да, я у них в зале был, и мы не один день и там тренировались вместе. Не скажу, что я там с ним боролся или там что-то делал, да, ну, со всеми ребятами, кто сейчас на уровне, кто сейчас выступает на уровне там, ну, вот все его ребята, я с ними со всеми боролся. Со всеми боролся. Ну, ты сбор проходил? Сбор проходил, да, мы были в горах 3 недели в горах мы были, потом спустились с гор, значит, уже, ну, в Махачкалу, и я уже пришел к ним в зал, мы тренировались там, то есть достаточно долго, там, месяц, наверное. Под руководством его отца? Да, он там был, проводил тренировки он, сам Хабиб проводил тренировки, там Шамиль Зауров. То есть я тоже, наверное, один из самых первых туда поехал вообще, кто попал к нему. И только после меня, ну я не скажу только после меня, ну я самый первый поехал, до этого там никого не было на сборах по ММА. Я поехал, я там договорился, я все сделал, ну и все. Вообще... Ты один поехал? Я один поехал, да. Ничего Сам себе. нашел деньги, сам поехал. Помогли мне тогда люди, я не помню, кто мне. Братья Ушницкие мне помогли. Я сам на них вышел, они говорят, нифига ты смелый, пришел к нам, тут, типа, ну, пришел к нам, сам договорился, там, типа, ты красавчик, такие мне говорят. Типа, наглый пришел такой, там, чё кого, короче. Да. И все. Ну, молодцы тоже, уважуха им, респект. Как тебе опыт был? Вот? Опыт, бомбовый был опыт. Это сейчас, допустим, тогда Хабиб в UFC просто дрался. Ну, то есть он не был чемпионом, там, он просто дрался в UFC. Тогда, по-моему, тогда Ислам еще не подписался в UFC, ну, тогда еще в то время. То есть тогда только Хабиб один там побыл, да, и вот это круто, в самом деле. Тренировки там, это круто, и я туда попал благодаря отцу его. То есть мы пересеклись где-то на соревнованиях сначала, в Москве, по-моему, пересеклись на соревнованиях, а потом я ему написал в Фейсбуке. Говорю, ну, в друзья, заявку кинул, он добавил меня в друзья в Фейсбуке, и что-то раз, списались, ну, можно я приеду? Он говорит, да, конечно, приезжай, Герман, туда-сюда. Ну, он увидел тоже, что я боец, дерусь там. Да, приезжай. Я приезжаю, он меня сам лично встретил. Ничего себе. Да, на крузаке 200-ки, короче, он меня встретил. Школа Базарганова, поселил меня туда. Накормил там туда, первый раз я попробовал курдюк там, короче, накормил он меня и говорит, завтра поедем все на сборы в горы. Я говорю, все хорошо, я там поспал, ночью, утром проснулся, и мы поехали. Все, и там в горах были, поэтому только положительные эмоции и приятные воспоминания. А что тебе
дал этот опыт? После этого сборах я 4 боя подряд выиграл. Ничего себе. Да. То есть там даже я вот даже работал в ихнем стиле. То есть я валил, грэпплинг, бам-бам, добивание, там распятие и все такое. У них действительно такая сильная школа, да? Да, Там- сильная школа. Там такой интересный подход был. Ну, то есть, знаешь, как один день они делали стойку, чисто стойку, стойкий бой. Второй день они делали чисто борьба со стойки. И третий день микс. Мгм. То есть вот так вот было. Ну, очень крутые сборы. И, то есть я, когда поехал, уже познакомился. Я еще параллельно ходил, помимо них, я параллельно еще ходил к Руслану Юсубову. Ходил мой друг, я познакомился тоже с ним там. И вот он чемпион мира по тайскому боксу. И он лапу мне ставил, короче, ударку мне ногами, руками там, вот, ну. Ну, то есть короче, ты время там зря не да, терял. да, не то, что он ставил мне ударку, а доводил. То есть до какого-то уровня, до совершенства доводил ударку. Оттачивали, конечно. Оттачивали, да. Это в каком году было? Это 2000, если не ошибаюсь, 14-й, наверное, год был, да, это да. После этого ты еще ездил в Дагфайтер. Я еще ездил после этого несколько раз. Я ездил, несколько да, раз, да. да, ездил несколько раз. В разных залах ездил. И в Дагфайтере я был. Ну, в Дагфайтере я просто приходил на тренировки в Дагфайтер. Так просто я приезжал по факту в Дагестан. То тоже есть мой друг, товарищ, там, Мурат Абдулаев, который в Весее дерется. Да. Я ему звоню, говорю, приеду на сборы, ты можешь там договориться по залам, там, ну, чтобы я тренировался. Он, да, конечно, я приезжаю, он там договорился, я ходил там туда, ходил в Агат к Марату Гафурову. Знаешь Марат Гафуров? Да. Тоже в Весее дерется. Как Кобра, который чемпионом 1 был, там, туда-сюда. И вот я к нему ходил в зал, там тренировался. Ну, то есть, а потом уже приезжал последние разы, я очень много раз там был, последние разы я уже как к себе домой приезжал. Ну, то есть, приехал, я уже знал, куда ходить, что мне делать, то есть, ну, вот эти все моменты. В любой зал дверь. В любой зал ходил, да, то есть, на спарринги сюда, на кроссфиты, премиум фит зал был, там, на индивидуальную работу, там, с Русиком работал, то есть, вот так вот. Как тебе уровень этих бойцов топовых дагестанских? Ну вот, как тебе с ними? Да, вообще, я скажу так, Работалось. что да, работая с ними, я очень много чего подчеркнул. Ну, там спарринговал с Маратом Гафуровым. Ты знаешь, человек дерется с тех лет, когда еще М1 было. Да, тебе М1, когда было, я по телевизору смотрел, будучи там, сколько мне лет, я не знаю, там было, молодым вообще был пацаном, я смотрел там М1. И вот он был чемпионом М1. Ну, конечно, я подчеркнул очень много. Я спарринговал там и с другими ребятами, там, которые были чемпионами в других организациях, боролся с ними там. И если хочешь быть тоже на уровне, надо с сильным соперником. Да, там, спарринговать, играть, там, да, там, неважно, какой вид спорта. Поэтому, я же говорю, после этого боя я 4 боя, после этого лагеря я 4 боя подряд выиграл. Да. Какой зал тебе больше всего понравился В общем или в Дагестане? в Дагестане? Ну, я хочу подчеркнуть Агат зал, Марата Гафурова Агат, потому что там, то есть, понедельник, среда, пятница тренировки, и приходят 5 раундов грэпплинга, схватки, и 5 раундов ММА. Разминка, и 5 раундов грэпплинга, и 5 раундов ММА. Ничего себе. Понимаешь? И туда все бойцы Дагестана, ну, все, короче, съезжаются туда. И все, кого угодно может там увидеть. Магу Исмаилова я там видел. Всех. Ну, конечно же, Хабиба зал. Это в школе у них тогда был зал, я помню. У них не было своего зала, как сейчас. Ну, тогда не было еще. Хабиб же тогда был просто, ну, не такой. И у них в 11-я школа, по-моему, да, это зал. Вот у них тогда был зал. Просто рандомно там 2 груши буквально было и, значит, маты на полу. И вот они там играли дагестанское регби, ну, вот, и все такое. А у Расула Магомедалиева был в зале или нет? Был несколько раз, раза, наверное, 4. Вот сейчас прям не вспомнишь, ну, да, я был раза 4, наверное, у него в зале. И я же говорю, когда последний раз я уже начал приезжать, я уже мог везде ходить. Я там в Спартак ходил на борьбу, там, подчеркиваю, все равно, знаешь, туда приехал, и там разницы нет, там везде сильные ребята. Туда приходишь в любой зал, там везде есть с кем повозиться, есть с кем побороться, есть кто тебе там помучает, и, там, и все такое. Ну, это действительно крутой опыт. Можешь назвать топ-3 своих любимых спортсменов или бойцов? За всю, Да. ну, да, наверное, Федор
Я из-за Федора только начал заниматься, потому что я смотрел его бои, прям фанател по Федору. ММАшников или всех? Во всех Всех. спортсменов Федор Емельяненко, первое место, да. Костя Дзю и, наверное, Майк Тайсон, Мухаммед Али. Да, вот, ну, наверное, вот 4 человека, да, вот, наверное, да, топ-4. ММАшников, например. В современном мире, Мгм, сейчас в современном. да. Ты следишь вообще за лигами сейчас? Ну, за UFC или... Да, слежу, по мере возможности слежу. Нету столько времени, чтобы я там сидел там с утра до вечера там следил и смотрел бои, там, допустим. Если брать вот UFC, допустим, мои любимые бойцы, ну не то, что любимые бойцы, а мне нравится, допустим, их стиль. Ну вот, ну, Ислам, Хабиб, там, Конор. Да, у Конора, конечно, язык там длинный туда-сюда, ну, как бы он много лишнего говорит, но Конор сделал себя сам. Ну, у него не было ресурсов, у него не было там дяди, тети, отца, тренеров. Ну, понимаешь, допустим, я считаю, допустим, что, ну, Хабибу, ну, отец у него тренер был, это понятно, что как бы деваться некуда, он пойдет, ну, тоже будет заниматься спортом, да. А у Конора обычные родители, то есть он сделал себя сам. Вот за это Конору уважуха. Конор, Да, ну вот Конор, Хабиб, Ислам. а в чем твоя мотивация вот, продолжать дальше выступать? В чем моя мотивация? Продолжать дальше выступать. Наверное, сожаление. Знаешь, у нас как в жизни бывает? Ты такой смотришь в старости, ну не в старости, а вот я бы тоже мог. Смотришь такой бои, тебе там лет 40 или 50. Блин, а я же занимался тогда, я вот тоже же мог же. И вот это приходит сожаление. Наверное, моя мотивация, чтобы не было сожаления. Я вот сейчас пытаюсь, я понимаю, что, допустим, я не самый сильный там в этой жизни, в этом мире, там, я проигрывал, там, да, там, я выигрывал, я проигрывал, везде проигрывал я там. В зале проигрывал, там, в жизни проигрывал, в спорте проигрывал, в личных отношениях проигрывал, везде проигрывал, то есть... И моя мотивация, наверное, это чтобы не было сожаления. Я вот пытаюсь из себя выжать по максимуму, чтобы не было сожаления. Даже если не получится у меня там стать там чемпионом или чем-то еще, у меня не будет сожаления. То есть я буду понимать, что я пробовал, я сделал все для этого. Ну вот, ну не всем же, да, не у всех же должно получиться, да, допустим. Не все становятся чемпионами, не все становятся супербизнесменами, супербогатыми, не все становятся там учеными, правильно? Поэтому я вот, чтобы не было у меня сожаления, я пытаюсь выжить по максимуму. Какое место в жизни твоей имеет спорт? Несомненно, наверное, одно из, топ-2, да, спорт. Потому что за счет спорта я стал тем, кем я есть, меня знают люди, я работаю, зарабатываю деньги, я кормлю свою семью только за счет спорта. Потому что если бы я не был в спорте, меня бы люди не знали, меня бы не знали как тренера, у меня бы не было бы навыков таких тренерских, понимаешь, да? Поэтому я считаю, спорт это основная у меня, топ-2 занимает. Конечно, семья и спорт. Чем ты занимаешься в свободное время от спорта? Спортом. Ну, есть же по-любому чуть-чуть свободного времени. Своими личными, нет такого, что у меня там есть конкретное хобби, что-то делать. Я могу поиграть в игры, почитать книги. Не то, что там я там сейчас буду там рассказывать басни Венского леса. Да я читаю там 55 книг. Сам вообще да, тупарь тупарем, да, грубо говоря, говорит, я 55 книг, вот читаю сейчас эту, читаю ту. Вот когда бойцы говорят, я читаю книги, я думаю, когда ты успеваешь? Когда ты успеваешь читать книги? Я вот работаю, там, у меня бывает там по 6, по 7 тренировок в день персональных. То есть я тренирую, представляешь? 6-8 часов я отдаю клиентам. Час на каждого, да? Да, час на каждого там, понимаешь, да? И какое там читать? Ты едешь обратно в метро и там просто полистал рилс, там что-то там, задачи на завтра, там напоминалку поставил, там что-то домой приходишь, покушал и спать. После своих тренировок, там 2-часовых, 3-часовых, и еще там 6-8 часов отдал клиентам, там какие книги там, понимаешь, да? Стараюсь в свободное время, стараюсь читать. Мне
подарили книгу там Джозеф Кэмпбелл, там «Тысячеликий герой». Давно подарили мне ее, вообще давно, года 2. Я только ее заканчиваю, блин. Даже 3 года подарили. Я только там, ну не то, что заканчиваю, там, да, ну чуть больше половины прошел. Чуть-чуть, да, это... Ну Читаю. да, чуть-чуть читаю, да, там вот какие-то книги интересные мне, там управление вниманием, не то, что там художественные книги какие-то там, да, вот что-то такое интересное. Вот, Тургуна книгу читаю. Сам бы тоже написал бы, кстати, книгу. Я, кстати, вот где-то у тебя там видел тоже на странице, ты книгу хотел написать. Ну, вообще, да. В мечтах, да, это? Ну, не то, что в мечтах, а, наверное... В планах? В планах, да. Я напишу, наверное, книгу, когда будет больше времени. Мне просто есть что рассказать там про жизнь, очень насыщенная жизнь. Там, ну, хочется, да, тоже написать, оставить. Не то, чтобы для кого-то там, да, больше, наверное, для себя, для своей семьи, для своих близких, оставить для своего поколения, да, который будет оставить, чтобы знали, что вот у тебя такой гангстер, там еще нифига себе, что-то знаешь. Я обязательно куплю, прочитаю. Я тебе так подарю. Спасибо, спасибо. Вернемся к ММА. А как ты настраиваешься на бой? Раньше, давай не раньше, давай сейчас. Я сейчас настраиваюсь на бой. Я, скажем так, не молодой же совсем уже, мне там за 30-ку уже, да, и я настраиваюсь всегда как на последний бой. Я понимаю, что, возможно, и больше не будет боев, ну, возможно, да, и я как на последний бой настраиваюсь. Вот представь, что это последний твой бой, и ты должен выложиться, показать. Все, вот последнее время я настраиваюсь так. А будучи молодым, я всегда настраивался, знаешь, как я настраивался. Сейчас дай мне вспомнить. Я всегда вспоминал свои победы. То есть я вспоминаю свои победы. Там, я выиграл там, выиграл здесь, там, и вспоминаю свои победы, и чтоб зарядила меня вот эта победная волна. И я опять хочу победить. Вот так я настраивался раньше, но сейчас я настраиваюсь именно так, что это твой последний бой. Как будто это последний бой. Выхожу, оставь все. За день, как ты спишь нормально? Или долгую янду, когда ты есть такое волнение? Конечно, есть волнение, да. Ну, со временем оно уже проходит. Вот, допустим, последние бои у меня не было такого, что я там сильно волновался. Уже как будто это на опыте у меня есть. То есть перед самим выходом, конечно, есть волнение. Допустим, сегодня я еще не понимаю. Организм еще не включен в этот режим. Ты сегодня сделал вес, там, туда-сюда, а вот завтра уже ты проснулся, там уже тебе говорят, вот приезжай там на арену ко скольки-то, там, туда-сюда, твой выход. И вот там, конечно, уже есть, волнение, переживания. Бывал ли у тебя страх в боях? Да, конечно. Вот. Да. И как ты с ним справлялся? Даже вот я сейчас к тебе шел на подкаст, у меня тоже было, ну, не то что страх, а такое волнение, где бы не тупануть, ничего не сказать, там, лишнего, там, туда-сюда. Это нормально же, мы же люди. Это, я не знаю, там, да я не боюсь, вообще не переживаю. Ты что, не человек, что ли, тогда? У нас же у всех одинаковые чувства, эмоции. Просто кто-то умеет их притуплять, кто-то не умеет их притуплять. Кто-то подвержен вот этим всем эмоциональным атакам, кто-то нет. И заключительный вопрос, Герман. Что главное в жизни? Что главное в жизни? Главное в жизни? Я считаю, что главное в жизни, наверное, быть человеком, остаться, знаешь, вот один раз я ехал в такси в Москве, и, ну, с таксистом, таксист религиозный, мы с ним разговорились, короче, он такой мне говорит, там, брат, вот скажи мне, в чем смысл жизни, что главное? И я так думал, и говорю, наверное, смысл жизни, говорю, попасть в рай, ну, это не в том смысле попасть в рай, а в том смысле жить так правильно, справедливо, здраво, чтобы попасть в рай. Когда ты уйдешь с этого мира, чтобы ты попал в рай. Понимаешь? Вот бывает же так, люди всю жизнь живут плохо, черство там, делают гадские поступки, а под конец, когда подходит им, ну, время уже, они начинают помогать людям, делать добро, там, туда-сюда. Я считаю, что главное в жизни это жить так,
чтобы остаться человеком, чтобы потом попасть в рай. Ну, справедливо жить, честно, не обманывать, ну, то есть по головам не идти, чтобы из-за твоих действий не страдали люди, там, да, там. Ну вот, я стараюсь так жить. Я считаю, это и есть главное в жизни. Конечно, Герман. Спасибо большое, что пришел на подкаст. Получилось очень круто. Ну, действительно, очень много информации интересной для публики будет и для начинающих молодых бойцов. Еще огромное спасибо, что пришел. Рад. Все. Рад, что кого-то это видео, если кого-то зарядит положительными эмоциями, подогреет интерес к спорту в целом. То есть, и получается, я еще сделал еще одну миссию, то есть, как сказал в конце, что главное в жизни, да? Вот. И побед тебе, конечно же, желаю. Спасибо большое.